Отслужить с честью и достоинством. Приказ военного комиссара республики выполнен, докладывает Беслан Картоев. Уроженец села Икажево в звании сержанта вернулся на родину из Ставрополя, где проходил службу в воздушно-десантных войсках. В армию призвали, будучи студентом. Беслану сейчас 27. За спиной у дембеля 8 прыжков с парашютом. В 5 утра прибыли туда. Уже через час мы уже пошли на построение. То есть, получается, уже у нас подъем был 5:50. Мы встали, уже сразу пошли на укладку. То есть, укладка парашюта. Уже начали, уже процесс начался уже. До этого там карантин был 2 недели. Но мы попали именно тогда, когда уже все, карантин закончился. Уже через час мы уже начали вот весь этот процедур. И вот тогда, вот первый же день я почувствовал армию. То есть, как только вот уже начали, я уже в этот же день я уже узнал, что такое парашют, как его уложить, вот это нюансы есть. За день все не выучишь, но... Ну, вы знали же, что придется прыгать с парашюта, присутствовали страх? Конечно. Ну, страх был, не буду врать. То есть, страх был, чувствовал, но вот со второго прыжка я уже переборол этот страх. Уже с третьего раза уже было уже без проблем. Я уже самому было уже интересно. Радость дембеля разделяют и другие сослуживцы Беслана. 4 ингуша, все с благодарственными письмами от командования воинских частей в адрес родителей и военного комиссариата Ингушетии. Строго выглаженная форма, начищенная до блеска обувь. Одним словом, дисциплина. Ее-то как раз и не хватало раньше, поделился Хаджимурат Мидаров. Одни награды говорят, что парень выступал за сборную ВДВ. Другие же, что отличаются высокой боеспособностью и организованностью. Сам он кандидат в мастера спорта по боксу. Самое главное, физически подготовить вас. Каждый 6 часов спорт массовый. 6 километров бега. Каждый день стабильно 5-6 километров. Отжимаешь, подтягиваешь. И все это проходит присмотром полковников, майоров, полковников со штаба ВДВ. В первую очередь, двинул я до оптыши, вахкачинсан, издалась здесь. С командирует вицинсан дикховес. В первую очередь. Беслан Картоев обратился с благодарностью к военному комиссариату за возможность испытать себя, свой характер и за бесценный опыт, приобретенный в армии. У меня у самого есть высшее образование, есть магистратура, то есть я учился 7 лет. То есть за 7 лет я не получил то, что я получил за год в армии. То есть я слышал, что вот у меня 8 прыжков, из них 2 прыжка с села 76. То есть это просто незабываемое чувство, это просто, это сделало с меня еще более достойнее, скажем так, я дух переборол свой страх, скажем так, и так далее и тому подобное. Год пролетел как день, делятся парни. Планы на будущее у всех разнятся. Если Беслан намерен связать будущее с военным делом, то Хаджимурат продолжит свою учебу в нефтяном колледже. Все они отслужили в элитных войсках. В военном комиссариате отметили, что в дальнейшем будут способствовать тому, чтобы молодые люди и дальше призывались в десантные войска. И не только. Всячески буду стараться в дальнейшем, чтобы наши ребята, призывники с нашей республики, служили в элитных войсках, элитных местах. Есть возможность их устроить на наш корабль на сегодняшний день. И у военного комиссариата у меня есть договоренность, устная договоренность с замкомандующим округом, Черноморским флотом на наш корабль. Я неоднократно и писал, и созванивался. На службу их отправили 5 призывников. Один остался служить по контракту, а вернувшимся, как отметили в военном комиссариате, помогут с трудоустройством. Ребята прошли и прыжки, и боевую подготовку. То есть вот по собеседованию, когда я провел с ними, то, конечно, было приятно видеть их и приветственные адресы, и благодарственные письма, и медали, которые они и завоевали, они достижения по спорту. То есть вот этот большой багаж, который они получили именно вот за год, вот в дальнейшем в жизни им пригодится. Конечно, со своей стороны я окажу помощь для того, чтобы они и трудоустроились. В условиях полевой подготовки среди солдат огромное место занимает юмор. За чаепитием они делятся друг с другом историями. Ну а позже долгожданная встреча с родными и близкими. Адам Мережков, Хамзат Халухоев. Новости 24.